нұрынан нәр алған, көгімдей көркем көңілдей сайран, арудай жас қалам, өркені өскен өмірдей жайраң, ардақты астанам. Ашығымдай сүйем сені, арманымдай адал, алатаудай күн еңселі, гүл алматым, гүл алматым. Ну, наверное, самое яркое мое впечатление мое поступление было. Потому что я хотела поступить, стать технологом общественного питания. В то время это был очень большой набор был на одно место, там, не знаю, по 10 или 20 человек. И, в общем, я когда поступала, получилось так, что я не набрала баллы. Я уже шла забирать документы, даже не участвовала, пошла забирать документы, и там написано было в приемной комиссии зайти. Моя фамилия была и несколько человек. Дошла, и мне предложили учиться в технологии консервирования. Ну, я пошла, конечно, ну как, чтобы баллы не терять, ну, конечно, было очень обидно, но я отучилась год технологии консервирования, что я очень тоже этому рада, честно говоря. И через год я перевелась в технологию общественного питания, как я хотела, разницу сдала, и вот так я получилось, что я технолог общественного питания закончила. А поступление так интересно было. Когда консервирование училась, мне хотели отправить в Болгарию, потому что я хорошо училась, получилось, и национальный кадр. Тогда вот только-только начинали отправлять вот в то время, в 85-м году, считайте, да? Но мне родители мои не пустили. Да, мне родители, конечно, не хотели, чтобы я стала, потому что у нас в нашей семье нету именно кто занимался питанием, но мне всегда с детства нравилось готовить, и я так себе поставила цель, что я буду директором ресторана. Я буду директором ресторана, и вот хотела. Родители у меня оба преподаватели, как бы, папа тренер, мама преподаватель, они хотели, чтобы я пошла вот по преподавательской стезе, но я выбрал другой путь. Почему именно там? Вначале мне отец предлагал, конечно, Семипалатинский, там был мясо-молочный в то время был. Но я что-то вот именно, что мясо-молочный, я именно хотела общественное питание. Я смотрела много технологических, один из них рассматривала вот Семипалатинский и вот наш. Ну, конечно, тот фактор, наверное, что я сама местная, алматинка. Поэтому я здесь, чтобы никуда не уезжать, с родителями жила, училась. Хочу сказать, в наше время, вот мое время, было не модно работать в ресторане, честно скажу. Вот так немножко так предвзято относились к этой профессии. И я поехала поэтому в Талдыкурган. По направлению поехала в Талдыкурган. И хотя я могла с моим дипломом устроиться технологом, но мне отец мой не решал работать в ресторане. Говорит, нет, нельзя, там, ну, как бы, не знаю, как даже. Я пошла работать поваром, так что я была целый год поваром. Не год даже, 1,5 года была поваром. Там еще тогда директор, до сих пор помню, Галина Степановна Вакулина, вот, она директор хозрасчетного ресторана Талдыкурган. Она меня когда взяла и всем годам говорила, вот человек с высшим образованием, пришла работать поваром. А в то время повара все были взрослые, ну, как для меня казалось, может быть, взрослые. Официанты все были взрослые такие люди. Ну, наверное, тогда, наверное, 40-50 мне для меня казалось взрослыми. И вот я проработала, потом она через 1,5 года сама предложила мне стать технологом. Ну, как повысила, подняла меня. И вот с тех пор я вот ушла вот поэтому уже в сторону административного. В санатории я работаю совсем недавно, ну, 2 года. Но так как санаторий входит в систему управления делами президента, а в управлении делами президента я работаю уже 18 лет. Вот поэтому это вот меня сюда направили как сервисника. Раньше в санаториях всегда были директора, главные врачи, в основном врачей. Ну, вот в последнее время поменяли тактику наше руководство. Они начали ставить директорами именно людей сервиса, менеджеров, администраторов, которые дальше вот. Ну, потому что тут не только же врачи, тут все есть. И гостиница есть, и питание, и все на свете.
Трудиться, конечно. Надо работать, трудиться. Самое главное, любить свою профессию. Я очень люблю свою профессию. Я после этого закончила и я закончила, у меня юридическое, потом еще экономику закончила. Но все равно вот мое первое образование я очень свое люблю. То, что я получила вот в самом начале. Поэтому я так думаю, все равно успех любого труда – это когда есть любовь к этой работе, я так думаю. Во-первых, конечно, кто поступает, я желаю, чтобы они поступили. Кто учится, я рада, что они выбрали такую прекрасную профессию. Но я хочу сказать, конечно, они выбрали хорошую профессию. Я думаю, она востребована всегда будет. Особенно питание. Точно знаю, что она востребована в любой момент, в любое время. Удачи! Учитесь хорошо, любите свою профессию. И я так думаю, тогда все будет хорошо у вас, у них. Nur gülüm, sayrasın bol-bolam. Sulu göktem jaynasın nur gülüm, sayrasın